грусти, старичок, будет и на твоей улице праздник. А пока давай я тебе зубки почищу, ну, чисто по-братски. Даже во время депрессии нельзя забывать про гигиену. Ну что ты толкаешься, дурачок? Нет, чтобы спасибо прогавкать. Что ты запылился, братец-кролик? Оно и понятно, все время под диваном тусоваться. Но с таким другом быстро заблестишь, как новенький. Мамина любимица всегда готова помочь разгрузить стиралку. Естественно, за небольшую мзду. А как вы думали? Сейчас время такое. Без поощрений никто и лапой не пошевелит. Если здесь висит этот шнур, значит, для чего-то он нужен. Только для чего? Сколько ни тяну, ничего интересного не происходит. Ну и ладно, хоть какое-то развлечение. Каждый раз, когда доходит до смерти любимого персонажа, безутешный мопс начинает звонко его оплакивать. А потом смотрит мульт сначала, любит себе нервы потрепать. Есть контакт. Какой же подарок приготовили для маленькой принцессы? Да, вы угадали, это долгожданный щенок. Теперь надо пережить шок первой встречи, а это не так уж просто. ¡Ay, cuidado, cuidado! Маленький барин кормит верного слугу, а тот веселит его своим зверским аппетитом. В общем, все довольны. Младенца насмешить плевое дело, особенно если ты мохнатый подлизок. Да, эти двое определенно нашли общий язык. А вот еще одно замечательное свойство собаки. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Что это был за марш-бросок? Нельзя недооценивать собачью энергию. Но и релаксировать псы умеют как никто. Ну как тут не растаять, когда тебе челюсти наглаживают? Просто нирвана какая-то. Ничто человеческое не чуждо смышленым питомцам, в том числе и ревность. Нечего вдвоем обжиматься. Давайте делить любовь поровну. Вот это другое дело.